В эфире информационный выпуск Камшик-Шара. Здравствуйте. Более 20 вопросов повестки дня рассмотрели члены правительства на очередном заседании Кабинета министров, которое состоялось сегодня. Министры финансов, экономики, по репатриации, курортам и туризму, а также культуре и охране историко-культурного наследия отчитались об итогах деятельности за 2018 год. Кроме того, был утвержден порядок использования средств из резервного фонда правительства. Подробности в репортаже Алики Трапш. Из 22 вопросов повестки дня члены правительства рассмотрели 18. 4 проекта постановлений, в том числе порядок осуществления госконтроля качества ввозимых в Абхазию лекарственных средств и изделий медицинского назначения, были отложены. В начале заседания премьер-министр Валерий Бгамба рассказал членам правительства о том, как будет погашаться задолженность за переток электроэнергии из России. Деньги будут выделены из средств инвестиционной программы на 2019 год, отметил Валерий Бгамба. Как проинформировал министр финансов Джансух Нанба, такого рода решение уже принималось членами межправкомиссии в 2016 и 2017 годах. В 2016 году было принято решение на межправкомиссии о том, что 221 миллион запланированы по инвестиционной программе на 2016 год, направляются на погашение задолженности по полученному перетоку. В 2017 году в соответствии с решением 15-го МПК межправкомиссии было принято решение 550 миллионов рублей, запланированных на реализацию инвестиционной программы, направить на погашение задолженности по полученному перетоку. Члены правительства заслушали 5 отчетов об итогах деятельности за 2018 год. Вице-премьер-министр финансов Джансух Нанба проинформировал о работе ведомства. За прошедший 2018 год в пределах своих полномочий Минфин осуществлял составление и ведение сводной бюджетной росписи республиканского бюджета. Помимо ежедневного систематического учета финансирования, ежеквартально готовились материалы об итогах исполнения республиканского бюджета для последующего предоставления президенту, кабинету министров, парламенту и контрольной палате. Отдельно Джансух Нанба отчитался по работе управления казначейства. На казначейскую систему исполнения бюджета были переведены 18 организаций, финансируемых из республиканского бюджета, 4 организации, финансируемые из местного бюджета. Также за 2018 год управлением были открыты лицевые счета для учета средств от приносящих доход деятельности ряду бюджетных организаций. Всего по состоянию на 31.12.2018 года в Министерстве финансов велось обслуживание 1011 лицевых счетов. Как отметил министр, в результате работы контрольно-ревизионного управления в 2018 году были проведены 22 проверки объектов контроля и выявлен ряд существенных и иных нарушений бюджетного законодательства в части неэффективного, неправового и нецелевого расходования бюджетных средств. Премьер-министр Валерий Бгамба высоко оценил работу Министерства финансов. При этом обратил внимание на необходимость устранения существующих недочетов. Контрольно-ревизионное управление должно все-таки больше внимания уделять проверке расходования бюджетных средств, быть одним из орудий в ваших руках, в руках Министерства финансов, имею в виду, для того, чтобы мы могли и контролировать целевой расход бюджета, и в то же время, вы знаете сегодня, какую работу у нас проводит нету сегодня налоговиков, какую они работают здесь, ДАУР, какую работу они проводят по проверке, насколько попадает к нам средства, которые организации перечисляют в бюджет. Есть другой вопрос по попаданию средств в небюджетные фонды. Мы анализировали дорожный фонд. Там очень легко анализировать, мало поступлений, да, только от ГАИ, от реализации горюче-смазочных веществ. И мы видим несоответствие между тем, что перечислили эти организации, и то, что в конце концов зачислено в счета фонда, дорожного фонда. То есть это все КРУ должен четко, наверное, смотреть, проверять и банковскую систему, и всех бюджетных организаций, насколько реально используются средства, насколько реально мы получаем то, что нам зачисляют.
Об итогах деятельности за 2018 год также отчитались руководители Министерства экономики по репатриации, по курортам и туризму, по культуре и охране историко-культурного наследия. Члены правительства также утвердили порядок использования средств из резервного фонда Кабинета министров. Средства фонда могут быть направлены только на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных случаев. Проведение непредвиденных ремонтных и восстановительных работ, проведение межбюджетных трансфертов, исполнение судебных решений. У нас есть такая практика, когда суды выносят решения, в законе о республиканском бюджете, если соответствующие средства не предусмотрены, можно расходовать будет резерв правительства на эти цели. 5-й пункт. Бюджетный кредит Республики Абхазия административно-территориальным единицам или юридическим лицам на основании договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством в рамках бюджетного законодательства. 6-й пункт. Финансирование расходов на проведение юбилейных мероприятий общегосударственного значения. Проведение мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 8-й пункт. Финансирование мероприятий по обеспечению надлежащего функционирования органов власти. 9-й пункт. Финансирование мероприятий, связанных с обороной и общественной безопасностью. На вопрос, могут ли средства из резервного фонда правительства быть направлены на финансирование поездок спортсменов на международные соревнования, премьер-министр Валерий Бганба ответил отрицательно, так как соответствующие заявки должны быть оформлены своевременно. Органы власти должны нормально работать, нормально планировать свою работу на будущий год. В принципе, мы 99% всех мероприятий, которые проводим, знаем. Почему мы их не включаем в план мероприятий, в бюджет? Вот это для меня становится большим вопросом. Потом начинаем бегом искать средства, чтобы наши команды могли выехать. Я считаю, что это упущение в работе соответствующих наших ведомств. Их просчеты по работе резервный фонд правительства не должен закрывать. Фонд правительства должен быть направлен именно на те мероприятия, которые были озвучены докладчиком. У нас всего-навсего 50 миллионов. Если мы сегодня посчитаем непредвиденных работ по дорогам, по разливам рек, по другим, по сгоревшим домам и так далее, не 50 миллионов, а весь бюджет надо туда направлять. Решением членов правительства Госкомитет по стандартам потребительскому техническому надзору переименован в Государственный комитет по стандартам энергетическому и техническому надзору. Здание склада в городе Сухум по улице Героев-Пограничников, 17 и здание проходной по улице Гумистинская, 4 решением Кабмина включены в перечень объектов, подлежащих приватизации. Кроме того, члены правительства дали согласие на выделение земельного участка жилищно-строительной компании «Дружба» под строительство многоквартирного жилого дома по улице Адлиба в Сухуме. Аля Катрапш, Тамас Чиковани, Степан Мартиросян. Абхазское телевидение. Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение о мероприятиях, направленных на борьбу с коричневым мраморным клопом, угрожающим сельскохозяйственным культурам Республики Абхазия. Министерству сельского хозяйства поручено создать рабочую группу для осуществления мероприятий по приему коричнево-мраморного клопа у населения, разработать порядок осуществления мероприятий, направленных на оплату и организацию приема коричнево-мраморного клопа, и обеспечить рабочую группу необходимой документацией для представления отчетности по приему коричнево-мраморного клопа и выплаты денежных средств населению страны. Администрациям районов республики предписано организовать пункты приема коричнево-мраморного клопа у населения, а также проинформировать людей о приеме коричневого мраморного клопа за оплату. Распоряжением установлена плата за 1 килограмм коричневого мраморного клопа в размере 1000 рублей. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование мероприятий, направленных на оплату и организацию приема коричневого мраморного клопа. Паспортные подразделения МВД Абхазии ведут прием граждан и выдачу документов с понедельника по субботу, включая среду, которая ранее была неприемным днем, сообщает пресс-служба МВД. Паспортные службы Сухумского района оповещают граждан о готовности документов и приглашают к получению в удобное для них время. На сегодняшний день паспортизация в Сухумском районе практически завершена. 80% населения паспорта выданы. Готовы к выдаче более 300 паспортов. На рассмотрении у нас в данный момент находится 420 материалов.
Технически мы подготовлены к беспрерывной работе. Приказом министра среда объявлена у нас приемным днем, и мы ждем свое население в этот день в обычном режиме. В труднодоступные места, например, в село Псху, наши сотрудники совместно с сотрудниками МВД выезжали, ввели прием документов и также вручили паспорта нового образца в селе Псху. Выставка, посвященная знаменательной дате столетию выхода первого номера первой абхазской газеты «Апсны», открылась сегодня в Национальной библиотеке имени Ивана Попаскер. Одними из первых посетителей выставки стали учащиеся Сухумской 4-й школы, носящие имя основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Уникальные периодические издания газеты «Апсны» с 1929 по 1944 годы, бесценное достояние Фонда Национальной библиотеки, были представлены посетителям выставки. Здесь также можно увидеть и фотографии редакторов, которые в разные годы возглавляли главное периодическое издание страны, начиная с первого редактора, основоположника абхазской литературы Дмитрия Йосифовича Гулия. Сотрудники главного книгохранилища страны рассказали школьникам, в какой сложный и драматический период в истории Абхазии выходила газета «Апсны» и какую важную роль она сыграла в становлении абхазской журналистики и художественной литературы. Столетие первой газеты – это знаменательная дата. И сама газета «Апсны» прошла вековой период, испытав очень много различных трудностей. Являясь национальным хранилищем, собирателями всех документов печати в республике, естественно, мы решили сегодня поделиться с тем, что у нас хранится. Для школьников также была проведена обзорная экскурсия по всем отделам библиотеки. Детям рассказали о правилах пользования книгами, ознакомились с фондом книгохранилища, который включает в себя множество учебных, научных, документальных, художественных и других видов рукописей. На данный момент книжный фонд составляет 450 тысяч экземпляров. Библиотека обладает и очень редкими книгами. Таких здесь около 4000. Есть первая книга на абхазском языке, которая вышла в 1912 году, и первый анбан. Кроме того, учащимся показали различные отделы и секторы библиотеки. Благодаря экскурсии школьники узнали для себя много нового и интересного. Я не знала, что у нас в библиотеке есть книги для слепых. И я очень сильно удивилась, так как я читала о них, мне было интересно посмотреть их в реальности. И я увидела их, мне это очень понравилось, то, что в нашей библиотеке есть такие книги. А также я узнала, вот когда нам рассказывали про газеты, которые нельзя прикасаться, потому что они могут не просто порваться, а еще и рассыпаться. Меня это очень сильно удивило. Я очень люблю много читать, и поэтому я хочу приходить в эту библиотеку и узнавать много нового о нашей стране. У нас сегодня была экскурсия по библиотеке. Нам рассказали, что исполнилось 100 лет газете «Апсна», и мы очень много узнали нового. И мне бы хотелось почаще приходить сюда. Выставка, посвященная столетию выхода первой абхазской газеты «Апсна», будет открыта для посещения в течение месяца. Саид Жарсалия, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Интеллектуальная игра «Айкбок» турнира «Своя игра» прошла в столичной школе искусств имени Ковача. Ее организатором выступил интеллектуально-творческий клуб «Дюна» при поддержке Сухумского дома юношества. Это третий этап соревнований под названием «Зима-2019». Абхазская «Своя игра» особо не отличается от известной российской телевизионной версии и становится все популярнее в нашей стране, привлекая молодежь. Всего в турнире принимали участие 27 человек, но в финал вышли только 3. Победителем конкурса в очередной раз стал Аслан Зантария. 2-го и 3-го места удостоились, соответственно, Владимир Миронов и Тимур Зантария. Игра похожа отчасти на телевизионную версию своей игры, но в ней отсутствуют
допустим, кот в мешке, аукцион и финальный вопрос, то есть несколько приближено к спортивной версии. На самом деле это немножко адаптированная спортивная версия игры, своя игра. Единственное отличие того, что у нас вопросы выводятся на экран. Для того, чтобы это было интересно, мы показываем и картины, и музыкальные вопросы у нас есть, поэтому вот это вот проходит вот так вот. У нас нет возрастных никаких ограничений, мы принимаем всех желающих, у нас шла реклама в социальных сетях, и в основном через социальные сети. Ну, и мы много лет проводим, в принципе, уже достаточно много людей на нас подписаны и нас знают, поэтому очень много людей, тех, которые не впервые играют, и приходят из года в год к нам. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром дождь. Местами дождь со снегом. Днем преимущественно без осадков. Возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 1,5, днем 3,8 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.